Всего один вопрос стоял в повестке 27-й внеочередной сессии Якутской городской думы о внесении изменений в нормативный правовой акт от 25 декабря 2013 года номер 169 НПА «Правила землепользования и застройки городского округа город Якутск». В начале сессии спикер Гордумы Альберт Семенов поздравил Евгения Григорьева с официальным вступлением в должность главы городского округа город Якутск, пожелав реализации всех намеченных планов и решения поставленных задач. С информацией по вопросу сессии выступили председатель постоянной комиссии Гордумы по градостроительству и архитектуре Владимир Амосов и начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Архипова. Изменения в правила землепользования и застройки городского округа город Якутск вносятся в связи с началом разработки проектно-сметной документации по строительству полигона размещения твердых коммунальных отходов в городе Якутске, который будет размещен по Вилюйскому тракту 27-й километр. Для реализации строительства объектов капитального строительства регионального значения, спального корпуса на 200 койко-мест и на 50 мест дневного посещения для социального обслуживания престарелых и инвалидов в городе Якутске, республиканского лицея-интерната на 150 мест в городе Якутске, а также в целях реализации строительства объекта культуры, который будет строиться в рамках государственно-частного партнерства Арктического центра эпоса и искусств. Отметим, что в части Арктического центра речь идет о некоторых участках земли вокруг стройки, которую переводят в зону Р3. В нее входят благоустройство парков, скверов, малые архитектурные формы. Мы изменили эти территориальные зоны с тем, чтобы они соответствовали градостроительному кодексу Российской Федерации. Это требование федерального закона. Соответственно, было так, что на одном участке там несколько зон было. Мы привели это все в соответствие. Мы ждем снятия ограничительных мер для того, чтобы провести полноценные депутатские слушания по генеральному плану города Якутска. Должны были рассмотреть еще весной прошлого года, но в связи с ограничительными мерами нам пришлось отложить данный вопрос. И нам, соответственно, уже в ближайшее время необходимо будет рассматривать генеральный план развития города Якутска. Как мы знаем, Арсений Сергеевич в скором времени подпишет свое распоряжение о социально-экономическом развитии города Якутска на период до 1932 года. Работает рабочая группа по этому вопросу. Мы внесли свои предложения. Основываясь на эти документы, мы будем непосредственно работать уже на местах. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Якутск. В Якутской городской думе состоялись депутатские слушания по вопросу финансирования отрасли образования в рамках реализации муниципальной программы развития образования городского округа город Якутск на 2020-2024 годы. По предложению сразу двух постоянных комиссий Якутской гордумы по бюджетно-экономической политике и комиссии по социальной политике, что говорит об особом внимании депутатского корпуса к данному вопросу. На основании федерального закона 131 содержание муниципальных учреждений образования дано одно из важнейших муниципальных полномочий. И сегодня, как бы там хватало денег, не хватало, но тем не менее муниципальное образование должно содержать сферу образования, какая она не была крупная, большая и так далее. Сегодня я согласна с управлением образования, что, наверное, сегодня вряд ли найдется человек, который даже после всех подсчетов скажет, сколько денег не хватает в образовании. Потому что существует понятие нормативное финансирование. И Евгения Михайловна озвучила вот эти цифры по нормативному финансированию. Но, учитывая, что очень многие нормативы даже по содержанию зданий старые, они сегодня тоже не говорят о том, что этих денег будет достаточно для того, чтобы функционировать в полном необходимом режиме. Сегодня сфера образования, существует, функционирует, все вроде как идет, жизнь продолжается.
Часть депутатов была подключена к удаленной связи и активно задавала вопросы. В рамках заседания были рассмотрены 3 блока вопросов, касающихся исполнения бюджета в отрасли образования за 2020 год и планах на 2021, приобретение объектов недвижимости для создания новых образовательных учреждений, а также вопросы строительства, реконструкции зданий объектов образования и проведения укрепительных работ объектов образования. Инициаторами вот этого сегодняшних депутатских слушаний были сами депутаты. Хотя, и, честно говоря, я не увидел заинтересованности управления образованием в этом мероприятии. Может быть, я ошибаюсь. Возможно. Но слава богу, что наш депутатский корпус, он достаточно активен. Да? Мы пригласили в том числе и представителей образования, то есть непосредственно директоров школ, общественных организаций, которые в принципе подтвердили, что есть определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в любом случае мы должны эти вопросы отрабатывать. Совместно с общественностью, совместно с управлением образования, совместно с Якутской городской думой, республикой и в том числе новоиспеченным главой города Якутска. С докладом выступил Алексей Семенов, начальник управления образования города Якутска. Депутаты Гордумы задали свои вопросы, в основном уточняющие более детально о происходящем в сфере образования. Городские депутаты поинтересовались состоянием финансирования школ и детских садов. Уточнили, сколько учреждений образования строятся или вводятся в строй. Оказалось, порядка 7. Альберт Семенов обратил внимание на выкупленные объекты для образования. Бывшее развлекательное заведение «Ниагара», там скоро откроется IT-образовательный центр, и на выкупленное здание в микрорайоне Марха города Якутска, которое простаивает уже 2-й год. Зачем выкупать здания, если они простаивают? На слушании присутствовал председатель Совета директоров городских школ Георгий Николаевич Афонский, директор 23-й школы города Якутска. Он полностью выразил мнение директоров школ. Вопрос пожарной безопасности. Все мероприятия по установлению систем пожарной безопасности были сделаны в основном в школах города Якутска. Это 2006-2010 год. То есть прошло уже практически 11 лет. Система видеонаблюдения. То есть она тоже была установлена в 2010 году. То есть она установлена, но она содержится только за счет сил школы. То есть она не содержится в муниципалитетах. Второе – это содержание зданий сооружений, это технические паспорта школ. Они были оформлены в 2006-2007 году. Прошло практически 15 лет. С тех пор технические документы меняли. Сумма замены технического паспорта достаточно, например, 110 тысяч. Существует республиканский финансовый норматив, согласно которому финансируется образовательное учреждение города. Наверное, пришло время подумать, чтобы все-таки был у нас муниципальный городской норматив на обучение, чтобы мы могли понимать, чтобы он включал в себя все расходы, которые несет муниципалитет на содержание нового училища в городском округе города. И тогда, наверное, многие вопросы, которые сегодня стоят, они просто выйдут, потому что в нормативе будет сказано, что понятно, что это будет минимальный норматив, но он будет. Вот на данный момент, в 2021 год, в плане ЗХД, у меня по муниципальным деньгам 50% от плана того, что было в 2020 году. Это бюджет выживания, а не бюджет развития. Депутат Сергей Черных подверг критике доклад в плане экономии средств. Экономии финансов практически не существует. Все сэкономленные финансовые средства ушли на ремонт школ и детских садов. Вот такие мероприятия, это, знаете, как сверить часы. Сверить информацию, та, которая есть у населения, у депутатов, у окружной администрации. Да, в конце концов, возможно, при обсуждении могут рождаться какие-то идеи или какая-то новая, скажем так, полемика, которая поможет в дальнейшем развитию. Надо говорить о том, что мы прошли определенный период, когда некоторые управления и департаменты начали жить своей жизнью. Даже тот пример, когда денежные средства, как сказали в кавычках, заимствованы, да, хотя на сессии было четко при утверждении бюджета определены и номера школ, и виды работ, вот эти вот вещи, они вызывают определенное беспокойство.
Но еще раз повторюсь, я думаю, что эти времена прошли, и что пришел новый руководитель, который действительно, ну, скажем так, политика будет вестись более цельно. Я имею в виду политика города, скажем так, экономика города, ну и вообще, скажем так, жизнь города, в конце концов. Депутаты поддержали критику своего коллеги в плане отвлечения финансовых средств без ведома Якутской гордумы, из чего может быть недостроен пристрой школы номер 26. Депутат Якутской городской думы внес предложение по коммунальным платежам для образовательных учреждений. Ну, это на самом деле не я придумал, это опыт уже был, я говорил это. Я думаю, что надо позволить школам или дать шанс не вот это вот коммерческое зарабатывание денег, да, про которое мы сегодня в том числе говорили, я не сторонник этого. Я думаю, что школы в первую очередь должны заниматься образовательным процессом, а не зарабатывать. Какие-то там коммерческие проекты и так далее. Я думаю, что нельзя ограничивать учителей вести свою педагогическую деятельность, ну и в том числе какой-то дополнительный заработок, да, то есть вот, мы тоже здесь говорили про это. Это жизнь. Вот. А вот в части, скажем так, поспособствовать тому, чтобы образовательные учреждения начали экономить и были заинтересованы в экономии, то есть непосредственно в коммунальных услугах, да, которые огромные суммы управление образованием выплачивает коммунальным компаниям. И эти примеры, они есть. Я думаю, школы способны будут найти способы и методы, чтобы на этом экономить, но эту экономию мы должны четко понимать, что эту экономию мы должны отдавать в это же образовательное учреждение. Дошкольное, школьное сэкономили 200 тысяч. Вот 200 тысяч они должны получить в полном объеме. Сэкономили они 300 тысяч, значит, они должны получить 300 тысяч. Ну, вы слышали, да, что как руководители школ говорят о том, что сколько они могли бы экономить. Цифр там больше. И вот за счет вот этих денежных средств они должны свои первоочередные проблемы закрывать, скажем так, в части финансирования. И я вам серьезно говорю, только надо просто-напросто честно доводить эту экономию до школ. И тогда школы будут экономить и закрывать свои проблемы вот этим вот финансом. Управление образования и финансов окружной администрации города Якутск заверило, что все решения по бюджету Якутской гордумы будут выполнены.